إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. На днях произошел некрасивый инцидент. Но для нас это должно послужить уроком, назиданием, для того, чтобы мы сделали выводы для себя и впредь таких ошибок не совершали. Несколько дней назад, часов в 9 вечера, в группах, в пабликах прошла информация, что якобы один брат, мусульманин, 9 часов вечера, ночь, пусть будет не минус 30, но минус 16, холодно, на улицу выставил супругу с дочерью. И она якобы замерзает на улице. Когда начали спрашивать, действительно ли сестра находится на улице, потом пошла вторая информация, что нет, сестры где-то ее разместили. То есть этот человек уже не на улице. Появилось, все начали ругать нехорошего мужа. Кто-то предложил съездить, поговорить с ним, может побить, не знаю. Со стороны мечети было предложение, что раз уж сестра не на улице, то есть этот вопрос решен, оставить это на утро и разобраться. Потому что, согласно нашей религии, тому, что учил наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, человек должен быть справедливым и объективным. То есть мы еще не знаем, действительно было это или нет, и поэтому с нашей стороны было предложение утром этот вопрос разобраться в этом. Всю ночь этого человека обсуждали. Гайбат, и дальше. То есть его кости промывали. На утро оказалось, что никто никого не выгонял. Потом оказалось, что и дочь, оказывается, не в Казани, где-то у кого-то, сейчас я боюсь ошибиться, то есть не в Казани, не здесь. И муж не знает, что его все хаят. То есть всю ночь промывали его кости. И вот для нас это пример. Часть людей поддалось и начала стараться своими языками очищать грехи этого брата. Наверное, он даже почувствовал, как вес грехов с него спадает, потому что пол Казани, сестры, братья старались своими языками очищать его грехи. Вопрос это семейные отношения. То, что между ними, нас это не касается. И у меня нет намерения ни что-то сказать против сестры или против брата. Здесь вопрос был именно на то, как мы, будучи джамаатом, как мы, будучи обществом, отреагировали на это. Семейные проблемы, они бывают. Есть недопонимание. Я сейчас не пытаюсь говорить, кто распространять начал эту информацию. Возможно, сестра сказала что-то другое, но когда это дошло до нас, это уже обросло так, что их выгнали на улицу, дочка замерзает, потом, оказывается, где-то к сестре их разместили. Это же, то есть, это же не просто а получается, она даже дом не покидала. И вот мы, будучи мусульманами, на нас является обязанностью проверять информацию перед тем, как мы ее дальше распространяем. И это является проявлением или примером, доказательством нашей мудрости, нашей веры, нашего понимания. И человек недалекий, то есть слабость имана, глупость, по большому счету, это глупость человека, когда он все, что услышал, начинает сразу дальше рассказывать. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что, чтобы стать лжецом, достаточно передавать все, что ты услышал. То есть человек, по большому счету, мы всю ночь жевали тело нашего мертвого брата. И об этом Аллах Субхану ва Тааля говорит касательно гайбата, касательно того, что действительно, если бы этот брат выгнал свою сестру на улицу, и мы про него бы рассказывали, мы бы ели тело мертвого брата. А он этого не делает, это бухтан. В другом сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорили, что мы боялись, то есть их понимание, мы боялись, что если мы расскажем про грех брата, то есть человек был прелюбодеем, алкашом, мало ли. И он после этого сделал тауба, подняв руки, попросил у Аллаха прощения. Но он это делал. То есть этот человек эти грехи делал. Он был прелюбодеем, он был пьяницей, он поднял руки к небу, просил у Аллаха прощения. Сделал тауба, и Аллах ему простил.
Если после этого кто-то из других братьев скажет, этот человек был алкашом или там занимался прелюбодеянием, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сказали, мы боялись, что мы не умрем, пока не совершим этот же грех. Аллах Субхану ва Тааля наказывает за наш язык тем, что мы совершаем этот грех. И вот мы вот всю ночь полоскали этого брата, а потом вопрос, а почему у нас проблемы в семье? Почему нас дети не слушают? Почему у нас люди позоримся среди людей? Причина в наших языках. Мы не разобрались, было это, не было это. Аллах Субхану ва Тааля приказывает, «Ида джаа алякум фасикум бинабай фатабайяну». Приказ, если к вам пришел фасик с вестью, проверь ее. Проверь ее. А мы не проверяем. Одна сестра сказала, довод. Как цепочка передатчиков, да, у Бухари. Мали, Ан-Нафи, Ан Ибн Умар. У нас одна сестра сказала, один брат рассказал. 100% верно, и мы начинаем дальше рассказывать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, рассудительность от Аллаха, а поспешность от шайтана. И вот то, что сказали, давайте пока не будем спешить. То есть даже вот в вопросах как бы нашего джамаата. Давайте не будем. Сестра, тогда была информация, что сестру как бы разместили. То есть она не на улице. Давайте не будем спешить на ночь. Ну только ночью приехал человек, сказал. Брат говорит, ему из Мекки позвонили. То есть кто-то в Умре был, из Мекки позвонил, говорит, брат, ты что это такое, ты сестру свою на улице выгнал. А брат, получился, инцидент произошел, он ушел с братьями, он был ночью вообще не дома. И говорит, мне звонил, он говорит, даже не понимает, что здесь происходит. И то, что сказали, братья, давайте пока не будем как бы спешить с выводами, давайте как бы разберемся, обе стороны выслушаем. Уже один человек, блогер, уже расписал это как мужская солидарность, что вот Хазрат заступился за брата, который выгнал свою сестру, то есть сестра замерзает, а брат сказал, давайте выслушаем мужа, а сестра пусть... То есть это уже вот так вывернулось. И дальше на 5 страниц такой пост о том, что мужчины все абьюзеры и там дальше. То есть люди уже на этом пытаются как бы имя внутри. Альхамдулилля. Вот для человека понимающего Аллах дал вот это увидеть вот снутри, как это происходит. Как часто мы просто в интернете прочитали, и мы начинаем 100% в это верить. А здесь мы уже изнутри видим, как вот это все обрастает, и непостижимо, как это может быть. И для нас это является уроком. И мы еще раз убеждаемся в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что непозволительно, вот, поспешность в этом непозволительна. Мусульманин должен быть рассудительным. И именно касательно вот этого аята, «Ида джаа алякум фасика бинабаин». Бинабаи фатабайяну. Когда к вам придет фасик с вестью, проверьте ее. Ученые сказали, разузнавайте, значит, обдумывайте услышанное, ознакомьтесь, исследуйте этот вопрос. То есть перед тем, как не просто даже дать психологическую или правовую оценку в этом действии, даже перед тем, как кому-то другому рассказать, ты сначала проверь, это было или нет. И имам ас-Саади, делая шарх этого аята, в своем тафсире говорит, долгом разумного человека. И вот это показатель, кто из нас был разумный, а кто, соответственно, нет. Долгом разумного человека является проверка услышанного, осторожность и неспешность при вынесении суждения. Так познается истинная вера рабов Аллаха, их мудрость и разум. Возьми телефон, позвони брату, позвони сестре, как действительно это было или нет. А мы начинаем дальше. Мы мусульмане, для нас является долгом сохранение единства. Единство джамаат, единственный ум. А когда мы ходим и транслируем то, что еще не факт, что произошло, мы тем самым порождаем фитну. Фитну среди братьев, фитну среди сестер. Поймите, здесь нет такого, что я сейчас защищаю брата. Если бы сестра выставила брата на улицу с его ребенком, я бы также здесь рассказывал. Ну, допустим, что такое возможно. Да? То есть проблема не в этом. Бывает, что брат приходит, начинает сестру хаять. Пока ты не знаешь, зачем ты дальше об этом расскажешь. Это также непозволительно. Здесь нету как бы мужчины или женщины. Пока ты не уверен, и это сунна пророка, саллаллаху алейхи, сунна всех пророков, сунна сподвижников, табиайнов. И об этом, иншаллах, более подробно, иншаллах, в следующем джума хотел рассказать. Просто заканчивая, буквально 3 примера. Альхамдулилля. Альхамдулилля, это просто для нас пример. То есть, иншаллах, честь этого брата
не запятналось. Более того, я же говорю, немножко очистился от грехов. Дай Аллах тем, кто полоскал его честь, прийти и извиниться. Потому что Адам алейхиссалям осознал свою ошибку, попросил у Аллаха прощения, Аллах простил ему. Иблис проявил высокомерие и был проклят. Нужно уметь делать выводы и просить прощения. Если кто-то оскорбил его, рассказывал, разводил вот этот бухтан, это не гайбат, этого не было. Прийти и попросить: брат, извини, я не знал. Потому что если мы не попросим у него прощения, в судный день мы отдадим ему свои намазы. Потому что право раба Аллах субхану ва тааля не прощает. Давайте бояться этого. Бояться права. И повторю, здесь нет разницы. Право сестры, право брата, право раба. Хаккуль аб, право раба Аллаха, будь то сестра, будь то брат. Аллах не прощает, пока этот человек сам не простит. Поэтому если кто-то обидел или задел честь брата или сестры, он должен пойти и попросить прощения. Иначе Аллах субхану ва тааля этого не простит. Альхамдулилля, никаких таких больших последствий не было. Но для нас пусть это будет уроком. Потому что период фитны, время фитны, когда мы не знаем, правда это или нет, и мы начинаем какие-то действия. Альхамдулилля, что никто не поехал, его не побил. Пришли бы, просто побили бы, не разбираясь, да, потом оказалось, что человек просто с братьями куда-то уехал. А были случаи из истории пророка, саллаллаху алейхи, когда люди слушались вот этих слухи были, они верили в это и потом страдали от этого. Умирали люди, погибали, либо честь была запятнана. Один из таких случаев, это когда была первая хиджра в Эфиопию. Когда мусульмане, спасая свою религию, переселились в Эфиопию. И царь Эфиопии, он принял их, разместил их, и они спокойно выполняли свою религию, их не притесняли. И произошел случай, когда была ниспослана сура Наджм, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прочитал ее около Каабы, и прочитая последний аят, где говорится о саджда, он совершил земной поклон. И курайшиты были очарованы аятами Корана, тоже совершили саджда. Непроизвольно, не хотели, но совершили саджда. И пошел слух, что курайшиты приняли ислам. И этот слух дошел до куда? До Эфиопии. Проверили? Нет. Братья, альхамдулилля, курайшиты приняли ислам, возвращаемся, вернулись, а никто не принял. Ладно, часть убежала во второй раз, а часть нет. Часть схватили, посадили и дальше мучили. Причина была в чем? Пошла слухи, и люди в это поверили. Второй случай такой. Время битвы при Ухуд. Был сподвижник Мусаб ибн Умейр, очень был похож на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И в этой битве он погиб. И кто-то увидел это, перепутал его с пророком и сказал: пророка убили. И мусульмане дрогнули. Кто-то сказал: если пророк умер, то мы тоже погибнем. Бросились. Часть убежала в Мекку. И ученые некоторые говорят, что причина была проигрыша в этой битве и в этом тоже. То, что мусульмане дрогнули, услышав, что Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, убили. Хотя убили одного из сподвижников, который был похож на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Опять же вопрос, что поверили слухам, не проверив это. И третье, всем известное. Как ученые сказали, ученые истории, события лжи. Когда Айша, ради Аллаху анха, поспала, уснула, проснулась, караван ушел, она осталась одна, и один из подвижников ее привел. И лицемеры начали распространять слух про то, что она совершила прелюбодеяние. И понятно, цель лицемеров понятна. Но были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые поверили и стали распространять, рассказывать это. Один из них был родственником Абу Бакра. После чего Абу Бакр сказал, что я больше не буду тебе помогать. Человек, которого Абу Бакр содержал, помогал его семье, даже он ходил и рассказывал, что Айша, ради Аллаха, совершала прелюбодеяние. И альхамдулилля, Аллах субхану ва тааля в Коране упомянул о ее невиновности. Это для нас пример. Для того, чтобы перед тем, как что-то услышали и дальше об этом рассказали, мы хорошенько подумали, не будем ли мы соучастниками тех последствий, которые будут дальше произойти. То есть кто-то кому-то рассказал, потом это дальше. Альхамдулилля, этого брата никто не побил. Альхамдулилля, это все просто человек утром приехал в шок, говорит: а что произошло? Он даже не знает. Но для нас пусть это будет уроком. Иншаллах, на следующий джума я расскажу именно хадисы пророка, как сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям,
Даже просто пример был, когда человек пришел, сказал, я Расулюллах, очисть меня, он сказал, иди отсюда. Он пришел второй раз, говорит, очисть меня, он сказал, иди отсюда. 4 раза человек приходил, говорит, очисть меня. Он 4 раза его выгонял. Когда он сказал, на 4-й раз пришел, он сказал, что тебе нужно? Он говорит, я совершил прелюбодеяние, я хочу, чтобы меня наказали. То есть человек, не я где-то услышал, брат что-то рассказывал про кого-то, или там где-то кто-то сказал. Я сам пришел, про себя начинаю говорить. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, он сумасшедший? Он говорит, нет, он в здравом уме, то есть мы не знаем. То есть даже это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, исключает, говорит, может быть он пьяный? Другой подошел, понюхал, говорит, нет, он трезвый. То есть даже когда человек сам пришел и сказал, я совершил прелюбодеяние, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал причины, дабы удостовериться, правда, может он ненормальный, может он больной, может он пьяный. Он исключил варианты, что этот человек где-то на себя наговаривает. А мы где-то что-то услышим, мы даже не знаем, что за сестра это сказала, не знаем, что за брат. Один брат сказал, и мы начинаем дальше. Вот сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и вот где мы, и как нам далеко до этого. Вакулю хавля хада, вастагфируллаху ва атубу илейх.